славной той победы сюда приходим каждый день и помним, пали наши деды за наш с тобою светлый день. Старт региональному конкурсу «Отечество» и «Вахте памяти» дают в торжественной обстановке. Поисковый отряд «Малгобек» ведет свою деятельность уже 11 лет. Благодаря их труду стало известно больше 400 имен солдат. Найдены останки 160 бойцов, пропавших без вести. Личность 8 из них удалось установить. Сразу после церемонии открытия конкурсанты расходятся по разным площадкам. Археология, культурное наследие, родословие, земляки, Великая Отечественная война. Всего представлено 10 номинаций. Последняя из них самая популярная среди школьников. Амина Багаева участвует в конкурсе уже 3-й год подряд. В прошлый раз она заняла 1-е место по региону. Тема ее работы – «Битва за Кавказ. Оборона». Подробно расскажу о событиях, которые произошли в Малгобеке 1942 по 1943 года. Почему ты выбрала именно эту тему? Мне кажется, что любой человек должен знать историю своей родины, должен знать, что делали свои прадеды, деды и так далее. В каждой из номинаций по 3 призовых места. Оценивает работы экспертная комиссия, в состав которой вошли учителя, сотрудники спасательно-поискового отряда Ингушетии, Росгвардии и Следственного комитета. Юные историки должны не просто читать реферат, но и быть готовыми отвечать на вопросы. Да, память, которая сохранилась в фильмах, воспоминания фронтовиков и еще в камне не дает нам забыть те страшные роковые годы Великой Отечественной войны. Источники исследования самые разнообразные. Основой исследований являются архивные данные, фотографии, воспоминания жителей, газетные статьи, интернет-ресурсы. В соседнем классе за звание самого умного соревнуются знатоки военной истории. Хади Картоева впервые участвует в конкурсе, а волнуется еще и потому, что боится выступать перед другими. Но все же мимо такой темы не смогла пройти. Военная история меня очень привлекла. Односельчане, наши иноркинцы, мне очень хотелось рассказать о них, вызвать интерес наших обучающихся к своему роду, к своей фамилии. Также самой было интересно узнать, как воевали наши земляки-иноркинцы. Хотелось, чтобы много людей, побольше людей узнали о заслугах наших односельчан. В 14-ю школу селения Нижние Отчелуки съехались 156 участников. Всероссийский конкурс исследовательских работ Отечества проводят не только, чтобы развивать чувство патриотизма. Проекты должны помочь школьникам с профориентацией. Наши учащиеся уже несколько лет показывают неплохие результаты. И мы надеемся отправить. Самый лучший результат у нас был в 2018 году. Мы отправляли 6 работ, и 4 работы у нас выиграли призовые места. Будем надеяться, что наши ребята покажут хорошие результаты, и они будут достойно представлять нашу республику. Проходит конкурс в 4 этапа. Сейчас состязуются на региональном. Лучшие из лучших выйдут на федеральный уровень, чтобы защитить свои проекты. Их имена будут известны в апреле. Участие в конкурсе – это еще и дополнительный балл при поступлении в вуз. Хава Газикова, Мухаммад Белакиев. Новости 24.